Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости канала. Не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Что вам по судьбе на будущей неделе? Что приготовили для вас следующие 7 дней? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни и загадайте на свое будущее. Прям так и спросите, что мне по судьбе на будущей неделе? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что такого интересного вам приготовили и что же вас ждет. Так. Ну, готовьтесь, будут у вас тут какие-то дары, причем дары от Вселенной, дары от судьбы. Как-то кардинально будет меняться обстановка, либо в жизни, в личной жизни, либо на работе, в бизнесе, в учебе. Что-то вот вам прям такой прекрасный сюрприз вам приготовили. Не могу понять, в чем, но давайте будем разбираться вместе. Пойдем снизу вверх и, возможно, дойдем, да? Нам откроется, что же такое интересное будет происходить. Во-первых, я вижу у вас здесь две дороги. Две дороги какие-то вот, ну, такие как змеи, да? Прям змеи. Очень немножечко поковерканные. Причем на одной дороге у вас два препятствия, то есть два человека, либо два каких-то учреждения, две каких-то личности, да, будут вам ставить препятствия. То есть вам придется победить одного человека и победить второго, чтобы ваш путь наконец-таки осуществился. У вас достанет и сил, и мудрости, и храбрости, чтобы с ними, ну, попадаться, поспорить, да, и свое получить. Но вы должны понимать такую вещь, что у вас не хватает как будто бы каких-то знаний, либо знаний закона, либо знаний своих прав. Вот если бы вы больше знали о себе, либо о своих правах, то вам бы намного было проще. И вы бы вот этот путь, вы бы его сократили, причем сократили бы вдвое. То есть вы бы могли, например, в интернете, да, все оформить без личного участия и общения с вот этими, ну, не совсем приятными лицами, назовем их так. Если есть у вас возможность и есть у вас знакомый человек, который, ну, обладает навыками работы в интернете, либо человек, ну, вот, не знаю, правовой защитник, да, там, юрист, омбудсмен, да, то есть пообщайтесь с этим человеком, попросите помощи, попросите, чтобы вам, например, распечатали, как работать в интернете, да, с госуслугами, да, госорганами, либо ваши права, ваши обязанности, да, вот как, ну, кодекс, да, либо свод правил. Потому что я вижу, что вам немножечко как будто бы не хватает вот именно в подготовке, в базисной подготовке, именно вот по знанию закона, либо по пониманию, восприятию, да, предмета, с которым вы будете сталкиваться и работать. Дальше. Вторая дорога у вас простая. На второй дороге, наоборот, я вижу, что даже вам человек какой-то помогает, да, и при этом у вас от этого человека большая по букве «Р» радость. То есть, возможно, даже вы с кем-то познакомитесь, очень хорошим, деловым, активным человеком, который подскажет, поможет, развеселит, да, возможно, где-то даже вас, может быть, где-то подвезет, да, на своей машине и что-то для вас сделает хорошее, приятное. Очень хорошее знакомство идет с очень веселым человеком. Человек, который вот прям, ну, как смешинку съел, да, очень много будет говорить шуток, смешить вас будет. И вот время как-то очень быстро пройдет, и вы будете очень довольны тем, что именно так сложилась ваша судьба и ваша ситуация, что вы познакомились с таким замечательным человеком. Вы еще дружить очень долго будете. Мало того, здесь может быть даже ситуация, что вы в будущем, ну, какими-то вот прям, ну, как кумовьями, что ли, станете, да, либо по какому-то одному делу, вот прям как брат и сестра, да, либо две сестры, либо два брата, да, вот так будете друг друга называть. Так.
Дальше вот такая прекрасная птичка к вам прилетела. Эта птичка несет хорошие новости, хорошие вести о тех делах, которые вы ждали. Особенно эта птичка хороша для тех, кто ждал какое-то важное деловое письмо, либо какое-то предложение, разрешение, может быть визу, может быть документ какой-то важный. Да? То есть документ, который заставлял вас переживать. Вы все время думали, какой результат там будет, положительный, отрицательный, да, нет, да, что же будет в этом документе. И этот документ, он, может быть, даже немножко задержался. Придет этот документ либо с задержкой в 1 день, либо с задержкой где-то вот 3 дня, да, плюс-минус. Просто я вижу, что вы заждались эту птичку, и вы уже просто в отчаянии, да, что птички нет, новостей нет, не приходит там письмо, не приходит извещение. Кстати, у вас еще и выходит по вот этому шарику, да, у вас какая-то, как правильно это сказать, да, вот есть человек, который воздушные шарики надувает, да, в воздушных шариках они как бы классные, красивые, они яркие, но в них, по существу, ничего нет, да, там внутри воздух. И вот кто-то вам, глаза, короче, заморил, да, вот этими шариками, и все время вам что-то предлагали, да, как воздушные замки вам предлагали, да, человек очень хитрый, и человек, который, хотел вас, как говорится, под монастырь подвести, да, где-то вас обмануть, обхитрить, может быть, что-то ваше забрать, может быть, человек предлагал вам какую-то аферу, либо какое-то мошенничество хотел бы вам навязать. То есть человек, который предлагал вам воздушные шарики. Я вижу, что такой же воздушный шарик, да, его предложение лопнет, и вскроется правда. То есть, что человек обманщик, что человек лицемер, что человек мошенник. И это будет замечательно, потому что вы, мои дорогие, как говорится, отделаетесь легким испугом. То есть вы еще не успеете вложиться, вы еще не успеете там заплатить, проплатить. То есть вас Бог отведет, да, высшие силы вас отведут. Знаете, есть такое понятие «Бог шельму метит». Вот у этого человека тоже идет метка. То есть, возможно, вы случайно, либо кто-то случайно, да, узнает этого человека, и он скажет: ты знаешь, что это большой мошенник, что это человек в розыске, да, либо что про этого человека был какой-то сюжет там, по телевизору, либо в интернете, и я видел, что он обманывает людей, что этот человек нечестный. То есть это прям такой, знаете, вот прям стрессовый кусочек, но этот стресс, он с позитивным концом. То есть вы попереживаете, но с другой стороны вы будете рады, что вы не совершили уже непоправимого, да, и ничего не потеряли. Вот. Так что, мои дорогие, вот прям прислушивайтесь к людям, и если вы сейчас находитесь под каким-то соблазном, то есть кто-то что-то вам предлагает, соблазняет, прям перепроверьте этого человека, загуглите имя этого человека, поищите, вот прям проверяйте, вот всех проверяйте, всех, кто к вам идет. Дальше. С этой стороны у нас такая пчелка вышла очень интересная. Пчелка говорит о том, что на работе вы будете как пчелка работать, да, но вы будете работать на результат. Это именно тот случай, когда человек честно выполняет свою работу и честно получает за нее награду. То есть вы делаете свою работу честно, никто вас не трогает, никто вам не мешает и никто вас там не контролит, не кошмарит. Замечательно. На работе тьфу-тьфу-тьфу, у нас все спокойно пойдет. Дальше. Здесь у вас человек, видите, сидит на волке. Вот человек и волк, но правда все это влево. Человек на волке, вот волк сам по себе хороший знак, и человек сам по себе хороший знак, но человек на волке это не хороший знак. Вот этот человек, он либо разбойник, либо бандит, либо какой-то опасный человек. Смотрит влево, значит, задумал что-то лихое. Будьте аккуратны. Я вижу, что у вас здесь защитник есть. Видите, вот здесь такая вот собака большая вырисовалась, кангал. Но собака собакой, да, но на Бога надейся, а сам не плашай. Вы знаете, у вас почему-то очень много разговоров вокруг вас идет, и очень много как-то плохих людей вами интересуются. Почему так случилось? Вот подумайте. Возможно, вы много о себе рассказываете, либо есть в вашем окружении человек, который все ваши секреты, тайны рассказывает, да, который сливает информацию о вас. Вот знаете, вот все идут какой-то грязной мыслью к вам, да, чтобы вас там ограбить, чтобы у вас что-то выманить, вас обмануть. Вот, по крайней мере, 2 я вижу. При этом я вижу, что вы замечательный человек. Я не могу сказать, что у вас тут прям рок изобилия, да, и у вас там из карманов сыпется. Нет, вы обычный человек, вы открытый, добрый человек. Но кто-то в вашем окружении о вас, сливает информацию, причем как бы приукрашенную, да, то есть
Ну, у вас обычный дом, да, в котором там все есть. А человек может говорить: ой, там так богато живут, там, извините, туалеты золотые, везде там бриллиантами, все золотом, россыпи, да, лежат горы. То есть, понимаете, вот есть человек в вашем именно окружении, это именно ваш какой-то, либо знакомый, либо родственник, который о вас вот эту всю гадость говорит. Мало того, вы, скорее всего, и знаете, кто этот человек. У вас на этого человека, ну, чутье, да, вы ощущаете, интуиция подсказывает. И еще может быть ситуация, что вам кто-то говорил, либо намекал, что вот ты знаешь, твоя там, ну, скажем так, двоюродная сестра рассказывает о тебе вот то-то, то-то, то-то. Либо твоя подруга сказала, что у тебя там то-то, то-то, да, и вам вернее, было очень неприятно, и вы, ну, просто отмахнулись от этого, да, потому что человек все-таки как бы не чужой, и вы даже об этом не стали спрашивать, вы подумали, что это просто грязные сплетни. Но я вас тоже предупреждаю, потому что как будто бы вот из-за этих сплетен, ну, понимаете, как бы времена тяжелые, да, вот люди, которые такие вот ласые до чужого добра, они как бы начинают на вас с таким вот прям с аппетитом, да, смотреть. Будьте аккуратны. Вот эту ситуацию нужно блокировать, чтобы, ну, вы не были притчей во языцах, да, чтобы вот тут даже, да, ситуация не того, что у вас есть, либо чего у вас нет, а того, что человек о вас распускает какие-то грязные сплетни. Кстати, человек может это делать просто так, да, потому что любит поговорить, потому что ему всегда нужны собеседники и свободные уши. А люди же всегда любят послушать о чужих и о чужих жизнях. Поэтому, если вы понимаете, о ком я говорю, ну прям прекращайте эти все разговоры, вплоть до того, что под угрозой прекращения дружбы и общения, потому что человек по-другому не поймет. Ну так и скажите, если хочешь что-то рассказывать, рассказывай о себе, да, что кушала, чем какала и прочее, да. Зачем же ты про меня рассказываешь? То есть вот этот момент нужно пресекать, потому что, вот смотрите, вот именно зависть идет на вашу чашу жизни, что у вас в доме, в семье происходит. Так, кстати, про семью и про дом. Если вы в паре, в браке, в отношениях, то столкнетесь с моментом, что, я не знаю, обнаружите заначку мужа, да, либо что жена ваша что-то где-то там откладывала и нычила от вас. Вы не будете знать, как на это реагировать. То есть кинуть претензию, типа, что это значит? Ты от семьи скрываешь, либо забрать, да, тихо, скрыть, ну, типа, дескать, если человек собирался на семью, значит, я могу забрать. То есть такая дилемма будет. Потом, значит, человек вам признается, что эти денежки он собирал для какого-то необычного романтичного подарка вам там на юбилей, либо на какую-то годовщину. Хотел человек вас удивить и порадовать. И вы знаете, вы можете пожалеть о том, что вы так плохо думали о своем любимом человеке, о своем партнере. Поэтому, мои дорогие, если вы увидите такую заначку, лучше не трогайте, да, сделайте вид, что вы ничего не видели. Это будет самое оптимальное. Ну, конечно, это не касается людей, которые там пьющие, либо гулящие. Там по-другому нужно действовать. Я говорю про нормальную семью, где есть нормальные человеческие отношения. Там человек готовит вам сюрприз, и деньги он собирает для вас, да, чтобы потратить потом на вас. Так, также может быть ситуация, что вы у ребенка своего найдете, да, например, ребенок, там, будучи школьником, да, откладывает деньги, которые вы даете на обеды. И вы там прям с претензией, как так, я ж думаю, что ты кушаешь, да, ты на самом деле что-то там собираешь. А кажется, что ребенок там хотел вам на подарок насобирать, да, вот что-то для вас купить, либо в дом что-то купить. То есть момент, что вам может быть неудобно за то, что вы плохо подумали о своем дорогом любимом человеке в семье. Так, дальше смотрим. Здесь кто-то получит подарок. Подарок такой вот типа колечко, либо вот колечко идет либо выпрошенное, либо, ну, больше, конечно, похоже на выпрошенное, как будто бы вы... Хорошо бы было мне купить такое колечко, да, либо для меня, если бы ты купил колечко. Ну, человек, конечно, купит, но осадочек останется, типа, ну что, я выпросила, да, себе колечко. Колечко, кстати, интересное. Колечко это вы можете потом кому-то передарить, да, причем вот как от сердца передарите, вот какой-то момент идет. Смотрите, еще женщина возрастная, очень сильно беспокоится по вопросу, связанному с какими-то госорганами, с какими-то документами, с какими-то, может быть, я не знаю, что это, налоги, пошлины, какая-то оплата чего-то. И женщина очень обеспокоена, что либо документы не приходят, либо некому помочь, чтобы все это узнать, просчитать. Если вы узнали себя, либо в этом описании вы узнали маму, либо бабушку, либо родственницу,
соседку, то знайте, что человек очень в вас нуждается, боится вас потревожить, да, чтобы спросить, но при этом прям уже измаялся весь человек. Может человек пойти к другим чужим людям, и там эти люди могут что попало наговорить, да, и вплоть до того, что даже могут обмануть на деньги. Если вы понимаете, о чем я говорю, лучше это все взять под свой контроль и не допустить. Дальше. У вас здесь дороги, но дороги короткие вот выходят. Дороги короткие, дороги светлые. То есть как бы жизнь такая, да, дом, работа, дом, работа. Единственное, что я хочу вас предупредить, когда вы в этих дорогах будете, я не знаю, тут какой-то риск, что вы уснете где-то. В транспорте можете уснуть, либо вот прям, знаете, вот утром, да, рано будете ехать, прям можете заснуть. Возможно, это для вас нетипичная ситуация, но вот прям какой-то момент такой может быть. И поэтому в связи с этой ситуацией я хочу вам дать такое предупреждение, чтобы вы какие-то ценные и важные вещи хранили либо во внутренних карманах, либо вот прям, знаете, сейчас продают такие маленькие совсем сумочки, которые можно вот прям на грудь повесить, и чтобы никто ничего не смог случайно у вас экспроприировать, да, назовем это так. Потому что вот у вас вообще такая отсыпка на лихих людей почему-то пошла. Но хоть они и вышли, значит, можно это все избежать. Но тем не менее, да, вот как-то здесь и здесь у вас ситуация. Так, кстати, тоже избегайте толпы. Толпа, давка для вас вот могут быть опасны тем, что человек может вот из карманов либо сумку порезать, либо из кармана что-то достать. Не дай бог, конечно, да. Поэтому я вам говорю, да, про маленькую сумочку, где вот на груди вы можете все держать у себя перед глазами, да, в крайнем случае, там, в случае толпы, да, вот закрыть грудь руками и эту сумку, да, прижать руками. Дальше. Очень важная ситуация здесь какого-то вот подарка от высших сил. Я не могу понять, чем он связан, но вот эта картинка, да, венец ваш, самое главное. Здесь идет какое-то обращение, просьба к высшим силам, и идет исполнение. Причем чуть ли не моментальное. Вот прям вы попросили, вам дали. Может быть ситуация того, что исполнится давно запрашиваемое, да, давно востребованное. Смотрите, если вы человек, который родился под знаком льва, козерога и тельца, вот у вас прям изобилие будет, да, на этой неделе. У вас несколько каких-то желаний, несколько хотелочек прямо осуществятся, ну, я не знаю, по первому вашему требованию, по первой вашей мысли. Вот. Для всех же остальных я вижу, что вы обращаетесь и вам дают. Причем тут такая просьба будет какая-то вот молниеносная, да, вот здесь и сейчас вы обратитесь к Вселенной и тут же получите исполнение. Вы знаете, я надеюсь, что эта ситуация будет в положительном аспекте, как бы я хочу в это верить, и я для вас это желаю. Но может быть и момент какого-то вот прям, как спасения будет идти, да. И я не хочу об этом много говорить, пусть этого не будет, что вам потребуется вот именно спасение. Пусть все будет у вас хорошо, но тем не менее помните о том, что есть ангелы-хранители, о том, что есть высшие силы, и о том, что, как бы это, может быть, не смешно звучало, либо для кого-то, вот, там, особенно кто не верит, да, странно, но они всегда рядом, и они всегда готовы нам прийти на помощь. Главное, чтобы мы их не забывали об этом просить. Поэтому, мои дорогие, просите, и вам будет дано. Здесь вот прям идет какое-то прямое исполнение, причем какое-то мгновенное. То есть чудо исполнения, чудо спасения может быть. Мои дорогие, на этом все. Моя цыпочка закончена. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.